Все началось 15 июля 91 года. Да. С такого начала? Да. По-ипатовски, да? Да, был прекрасный день. Так, ладно, без шуток, попытаюсь вкратце рассказать. Вырос я в простой, любящей семье. Как и все в те года, да, там мы жили счастливо. Да и сейчас живем счастливо, но были свои проблемы, да, и в финансовом плане, и была безработица. Отец с мамой у меня трудящиеся такие люди, прошли через многое, работали и на элеваторе в Копчегайском, да, где я, собственно, и родился. Потом и на базарах торговали, да, зимой и летом, одежда, игрушки и так далее. Потом в какой-то момент дядя позвал мою маму в мебельный бизнес, где мама начала торговать мебелью, да, прямо с нашей квартиры, да, по каталогам показывать людям. К нам приходили гости, клиенты, то есть, да, пока я там гладил себе рубашки или там шел в туалет, к нам заходили, смотрели на мебель, где-то заказывали, где-то не заказывали. В общем, мама моя железная женщина, которая по сей день занимается также, да, продажей мебели. Отец ей в этом помогает. Также у меня сестренка, от которой я безумно люблю, которой я безумно горжусь. Так уж получилось, что мой отец с Кустаная, и они в детстве всегда играли в хоккей. Угу. Это север Казахстана, и отец у меня, если я скажу, что он фанат, это ничего не сказать. Он у меня чуть ли не живет хоккеем. И так получилось, что в детстве он отдал меня на хоккей, то есть я ходил на разные секции, у меня было и плавание, и там борьба, и футбол, я и там дзюдо пытался заниматься, но везде это было безуспешно, месяц-второй и все. И вот он как-то привел меня на свою игру в ледовый комплекс Балуан-Шолақ, где я впервые увидел, что такое хоккей, там играли мужики-любители, то есть все такие в форме, большие, здоровые. Я папе говорю: пап, я хочу попробовать себя в хоккее. Однако хоккей – дорогое удовольствие, да, вот эта форма и так далее, это все стоит денег. И тогда мой отец сказал: слушай, Балам, если хочешь заниматься, без проблем, но это дорогой вид спорта, поэтому не получится, да, там увильнуть через месяц. Сейчас я тебе куплю форму, пожалуйста, будь любезен, работай, да, тренируйся. Мы продолжаем рубрику от Aviasales. Эрик, расскажи теперь о своем первом экспириенсе, как прошел твой первый полет, куда он был, с кем он был. Это было в 17 лет. Я полетел к своему брату-двойняшке, у нас произошла сепарация после школы, он поступил в университет в Турции. И на зимние каникулы я полетел к нему. Помню, зашел в аэропорт, там как-то чек-ин, и все время ты делаешь вид, что это тебе все знакомо. Ты знаешь, ты уже 100 раз летал, ты не даешь повода, ты садишься как будто бы очередной раз. Хотя на самом деле ты просто идешь за толпой, куда она идет, туда ты идешь. И еще такой ориентир: так, вот этот лысый мужик, он передо мной, я буду за ним идти. Ну, все прошло классно. И я помню, что когда мы были уже в небе, это было дневное время, и я увидел горизонт, облака вот эти огромные, такие кучевые облака, и мне стало настолько, не знаю, впечатлился, у меня начали вот от этой красоты просто глаза на мокром месте, и я настолько вдохновился, что я начал почему-то писать письмо самому себе. В случае, если черный ящик не раскроется. Но я не смог найти до сих пор это письмо, но это было супер классное впечатление. Долетел до Анкары, с Анкары я поехал на автобусе, нет, это было до Стамбула, и со Стамбула я поехал на автобусе до брата. Вот это было в 17 лет, классный экспириенс, была долгожданная встреча, поэтому первый опыт был такой очень запоминающийся, и всем рекомендую, если вы никогда не летали, просто возьмите билет даже до города Ош, это стоит буквально там 4000 сом, полчаса, но вы проживете ровно тот же экспириенс, что и перелеты в дальние страны. А для того, чтобы полетать, вам нужно зайти на сайт aviasales.kg, вбить свое направление, адрес, данные, просто покупайте билет на Aviasales. Это поиск дешевых авиабилетов. Yeah. Так я познакомился с хоккеем.
Мне было лет 9, а то 10. Тогда я еще учился в казахской школе, в 36-й гимназии. Были свои успехи в хоккее, ну, как бы то ни было, все равно это поздно. Прийти на хоккей в 10 лет это считается поздно по хоккейным меркам. Так или иначе, я полюбил хоккей, я ходил в секцию, у нас были сборы, мы часто приезжали на Иссык-Куль, мы часто приезжали в Радугу, Тамгу, бегали здесь серпантины. А, кстати, бег тогда я не любил, да. Кто любит бег в детстве, да? Никто, мне кажется, даже Усейн Болт, наверное, не любил его. В общем, моя жизнь тесно связалась с хоккеем. Впоследствии жизнь моей сестренки тоже связалась с хоккеем. Ты поступил в интернат хоккейный? Да, да. Все, забирай свое слово про триатлет, спортсмен. У нас открылся интернат. Тогда еще директором школы был Слатин у нас, и он очень большой акцент делал на хоккей. Я даже, кажется, в лет 15, а то и в 14 первый раз полетал на самолете. Мы слетали в Иркутск, в Ангарск, я помню, ездили играть. Так смешно, на самом деле. Мы часто летали играть в Россию, то есть Новосибирск, Барнаул, там, Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк. Всегда это было безуспешно, то есть мы всегда всем проигрывали с большим счетом. Мы приезжали туда такие 91-го года, мальчики, выходим, а там уже 91-го, но они все дядьки. То есть, да, у них вот такая борода, и у тебя единственная мысль, чтобы тебя сегодня не припечатали просто, да. Мы так часто ездили, но мы все время проигрывали. Я так вспоминаю нашего директора, думаю, как он любил хоккей, что вот он нам позволял так все время делать. Закончил я школу спортивную, да. То есть хоккеем, когда вот занимался. И после этого мой отец меня отправляет в Канаду. Он говорит, все, Йенте, не сдаешь. Он у меня очень сильно любит хоккей. Он очень сильно в меня верил. Да. И как бы я особо, может быть, не подавал такие прям, знаете, бешеные надежды. Да, я был средненьким, быть может, даже чуть ниже средненького, да, уровня игроком, но отец вот прям, давай, Балам, у тебя получится. Причем в школьные годы я начал больше себя проявлять, когда уже, давали больше игрового времени. В общем, я улетаю в Канаду сразу после школы, без какого-либо приглашения, просто беру баул, беру чемодан и уезжаю восвоясь. В хоккейную страну. Да, в хоккейную страну. Ух ты. Да, начал там учить английский язык, параллельно искать себе команду. Нашел команду юниорскую, Торонто Айрес называлась, она тоже в городе Торонто. Играл с ними, в принципе, никому вообще не уступал, играл на уровне ребят. Уже планировалось уже должен был начаться сезон, как они мне говорят, слушай, Ержан, ты у нас не местный, ты приехал из другой страны, нужно будет заплатить входные, то есть свои процедуры. Все опиралось опять-таки в деньги, а там деньги, не маленькие, да, там 5000 стоит только разрешение. Потом ты должен ездить на арену, а арена всегда была где-то там, знаете, в пригороде. Я всегда сначала автобус, потом метро, потом снова автобус. Приезжаю на тренировку, я уже никакой. И пока тренировка заканчивается, уже 12 часов ночи, я срочно бегу на автобус последний, чтобы успеть. То есть хоккей превратился в какой-то стресс, не знаю, это было неудобно, было совсем неудобно им заниматься. Тем не менее, я хотел, не потому что там отец там что-то там как-то верил и так далее. Нет, я любил этот вид спорта, до сих пор его люблю, по сей день играю, также с отцом, у меня сестренка занимается. То есть, но как будто бы что-то не складывалось, знаешь. И в какой-то момент, когда уже дело дошло до поступления в колледж, я очень сильно надеялся на грант. Я очень сильно надеялся, что у меня будет какой-то scholarship. Мне скажут, слушай, ты классно играешь, я пойду в колледж, у меня будет вот такая крутая, как знаете, там, да, я буду ходить в этой кожанке. Дружить с черлидершами. Да, дружить с черлидершами, гонять ботаников. Но, в общем, мне в колледже говорят, слушай, у нас сколоршипов не предусмотрено, а если и да, то ты не подходишь. Не для international. Да, не для international. В общем, попробуй свои шансы в Америке. Или давай поступай к нам, просто уже, да, там, учись, а там уже как пойдет, что-то параллельно, если будешь делать.
Помню, мне выкатили там счет около 30 тысяч долларов, нужно было заплатить за год. Это были большие деньги, несмотря на то, что отец мне говорил, ничего страшного, я продам вторую квартиру, у нас была там одна квартира в запасе. Он говорит, все, я ее продам, ты, главное, давай учись, играй в хоккей, у тебя все получится. Но я отдавал себе отчет, что, waste of money, скорее всего, это будет так. Посоветовался с мамой, поговорил, мама говорит, не надо, давай, все, возвращайся, зачем тебе это надо, тут поступишь, пора уже взрослеть, отпустить этот хоккей, потому что когда дома окружает тебя все хоккейная форма, мама моя окружала, всегда у нас везде валяются коньки, клюшки, мы смотрим, у нас по телевизору хоккей, сестренка в отъезде, я там тоже, отец тоже болеет хоккеем, маму это прилично, уже заколебало. И она такая, все, давай, хватит, пора строить жизнь, есть жизнь помимо хоккея. Я тоже это понимал, и я взвесил все за и против, я такой, ладно, пап, слушай, что-то не складывается, я и уже как будто бы сильно не хочу. Он все понял, где-то расстроился, но он у меня такой, то есть он уважает тоже мое мнение, он с ним считается. Он сказал, давай возвращайся, тут еще в Алмате поиграешь в хоккей, ничего страшного, тут тоже все может получиться. Вернулся я в Казахстан, в Алмату, также играл в хоккей, но я уже я поздоровел за этот год там в Канаде. Как только я понял, что я не буду уже учиться в колледже и играть в хоккей на уровне колледжа, очень крутая тема. У них, они больны спортом, у них религия – это хоккей. И у них в каждом парке есть теннисные корты для большого тенниса. В зимний период это все заливается, превращается в лед, они ставят бортики. В каждом районе есть у них вот такие уличные площадки. Ты заходишь на сайт, выбираешь себе время, показываешь свой уровень, и все, и ты, получается, бронируешь с собой место. Это абсолютно бесплатно. Ты просто берешь с собой коньки, клюшку, шлем, краги, нижние щитки, ракушку и все. То есть не нужно одевать всю форму. И вот там я открыл для себя совсем новый хоккей. То есть там уже нету вот этих, силовых приемов и так далее. Там уже все играется чисто на технике, такой стрит-вариант, но там ты выбираешь уровень, допустим, я не выбирал, профессионалы там не играют, но я всегда выбирал уровень такой, потому что я всю жизнь занимался хоккеем. Я выбирал уровень повыше, и приходили ребята такие же, и вот мы прям с ними всегда бодались. У нас были такие баталии, в каждом парке свои ребята. По районам. Да, и знаешь, там такие же ребята, которые не достигли огромных высот, но у них все равно есть талант. Не каждому дано играть в НХЛ, конечно, но каждый любит хоккей там. И я даже бросил школу английского языка, я в день играл 2-3 раза на разных площадках. Wow. Я начал открывать для себя новые финты, какие-то там такая скоростная игра, совсем другой хоккей вообще. И я ушел туда с головой. Последние 2 месяца я просто играл в парках. Так обидно, что тогда не было ни камер, ничего, потому что там такая романтика. Трушность, свежий воздух, Canadian guys, знаешь, после некоторые даже, пойдем пиво попьем, пару раз, правда, такое было. Я сюда приехал, и у меня уже улучшился хоккей даже, знаете. Я полюбил его вообще совсем с другой стороны. Поиграл еще полсезона у нас в Алмате. И все. И уже, знаешь, по возвращению такой, я знаю английский, я хочу дальше продолжать изучать английский. Неохота его терять. Поступил в КИМЭП. Сдал все вступительные экзамены. От того, что я пропустил сдачу ЕНТ, мне пришлось заново сдавать ЕНТ, тогда это называлось КТА. Я с величайшим трудом сдал математику, потому что математика это вообще... Не то, что забылось, нельзя забыть то, чего ты не знал. У меня тетя преподаватель, она меня поднатаскала, я набрал прям минимальный, пороговый, прошел, так обрадовался. Поступил в КИМЭП. Там открыл для себя вообще, то есть у меня никогда в школе от того, что я занимался всю жизнь хоккеем, я был лишен вот этого, знаете, когда в 16 лет все мои ребята со дворов начали гулять, тусить, встречаться, курить я всегда был всего этого лишен, я даже помню, с папой ругался, почему хочу пойти на день рождения, но у меня тренировка, и отец такой,
Ты выбрал хоккей, пожалуйста, давай, будь любезен. Ну, тем более, это уже... Все шло к тому, что это должна была в какой-то момент стать моей профессией, да. Поэтому я был... Я пропустил это все, да. Мне хотелось наверстать. Ну, я безумно благодарен ОСУ, да, что, в принципе, это все как-то я обошел стороной, потому что, по сути, там ничего хорошего особо и не было. Какой факультет ты выбрал? Я выбрал факультет госуправления, финансовый менеджмент. Это, если по правде говоря, это вот единственное, что я мог осилить, да? Потому что там КИМЭП, он базировался тогда очень сильно на экономике, на quantitative data analysis, да, все это. Я с математикой не дружил, там был факультет журналистики. Я не видел себя. Хотя, с другой стороны, можно было бы задуматься. Ты очень хорошо пишешь. Гуманитарий. Да. И... Да. Для меня это было открытием, когда я с тобой познакомился, для меня было открытием, что ты, мы об этом сейчас позже поговорим, что ты человек, который любит читать, любит писать и достаточно творческий. И когда ты сказал сейчас про журналистику, я так представляю, в принципе, тебе могло бы подойти. Возможно, да, но тогда не было популярным это вообще. Тогда все равно... Когда я услышал слово «финансы», я подумал, окей, это не совсем математика, финансовый менеджмент, да, но при этом это финансы. Можно найти себя. Почему-то тогда я грезил этим банковским сектором. Я думал, да, тогда было модно это всегда. Это было все так модно, и я это упустил. Точнее, я пошел за всеми, и мне очень понравилось. У нас очень много было пар, где были... мы дискуссировали, всегда были какие-то презентации. Я любил вот этот persuasive speech. Мне всегда нравилось что-то там рассказывать, доказывать, спорить всегда, да. И также параллельно для себя я тогда открыл вот этот мир университета. Помимо учебы, там еще у нас в КИМЭП очень сильно развит на студенческую жизнь. Очень много организаций, очень много вечеринок, очень много дебатов, там свои бюджет-комитеты, у нас президенты, то есть это все, и я прям с головой ушел туда. Первый курс я учился прям очень хорошо, у меня были эйки, бишки, потому что у меня никогда этого не было в школе. В школе, в спортшколе, извините меня, нас оценивали по нашим результатам спортивным. Да, у нас были ребята, которых полгода не было в школе, но если он занимал что-нибудь там на Азиаде, Универсиаде, ну точнее, ему это прощалось. Да, ему это всегда закрывали глаза, ставили тройбаны, четверки, кого что устраивало. Поэтому в школе я не учился абсолютно. Ну, то есть не потому что никто не учился. И это считалось нормальным. Да, это считалось нормальным. И вот я ушел с головой в универ, мне было так интересно, любой предмет, я прям пытался вникнуть, я пытался делать домашки, где-то получалось, где-то не очень. И на втором курсе я открыл для себя в жизнь университета вот эту вот уже ночную. Тоже это было так. Превратился в настоящего алматинского студента. Да, я успевал везде, я успевал и там, и здесь. Правда, уже на третьем-четвертом курсе я расслабился, но я обрел очень много классных товарищей, с которыми я по сей день общаюсь, за что я благодарен КИМЭПу, да. Да, есть какое-то образование, безусловно, да, он помог сохранить мне мой английский, я узнал какие-то там вещи про PA, там всякие теории, там Маслоу и так далее. Были пары, которые я прям любил, но основное, за что я благодарен КИМЭПу, это, конечно, за вот этот нетворкинг, который у меня до сих пор, я ценю этих друзей, мы до сих пор общаемся. Вот, потом что? После окончания университета я... Ничего там, не было никакого вау, ничего, я пошел на работу. Я устроился в азиатский газопровод. Это вот дочерняя компания Казтрансгаза у нас. Занимал самую низшую должность, работал специалистом в отделе маркетинга. Первые полгода очень нравилась работа, очень нравилось. Опять-таки это все новое, я еще пришел на чье-то место. Проработал я там год, да, быть может даже 1,5, без какого-либо повышения, без всего-либо вообще. Еще прикольно, что это место находилось вот прямо на стыке Абая-Уэзова, и за окном виднелся парк, вот этот маленький сквер. И день за днем я приходил на работу и смотрел на этот сквер. И вот эти листья, да, деревьев, они просто вот так
желтели, падали, потом образовывались снова пучки, они зеленели, потом снова желтели, краснели и падали. Так прошел год. Работа моя превратилась в рутину. Мне не было сложно, мне не было легко, это все. Я чувствовал себя каким-то роботом, который... Как день сурка, да? Ну да, то есть не светило ничего. Честно признаться, не светило ничего. Я примерно понял вообще свое будущее. Я такой, ребят, надо что-то менять. На работе было очень много времени свободного. И я начал увлекаться, заходить в интернет и смотреть ролики про путешествия. У меня была такая мечта после универа, на самом деле, уехать попутешествовать. Я рассказывал об этом родителям, но их это не волновало вообще. Каждый из наших родителей такой-то ноу-хау. Да, путешествия. Да, какие путешествия? В аул съезди. Да. И я начал открывать страну за страной. Сначала это был Непал, потому что я безумно болел тогда горами. Вот, кстати, уже работая на работе в газовой сфере, в газовом секторе, по выходным мы с друзьями начали часто ходить в горы. И параллельно, то есть мы открыли клуб под названием Campit, в котором это были бесплатные походы, мы собирались с единомышленниками. Комьюнити такое. Да, это был небольшой комьюнити, мы ходили в горы на разные пики, Кокжаля, пик Фурманова, Букреева и так далее. И на выходных я жил. Отдушина. Да, на выходных я жил. И параллельно я строил планы. Я очень умею копить. Я всегда, всю жизнь, с детства я умел копить. И вот уже где-то на втором месяце работы я начал откладывать деньги. И в интернете я всегда открывал для себя новые страны. То есть там опять-таки Непал, потому что это горы, там Индия, потому что это очень интересно в целом, да, такая огромная страна с такой популяцией. Потом уходил в Монголию, уходил туда, сюда. И думал, когда-нибудь я, наверное, брошу эту работу и поеду куда-нибудь из этих стран. Кыргызстан, да? Почему бы и нет? У вас столько прекрасных мест. Так вот, прошло, наверное, еще полгода, я собрал сумму и сказал себе, все, пришло время. Как раз уже дело шло к декабрю, я такой, все. Собрал около $7000, кажется. Потом когда возвращался с Иссыкуля, ночью я сбил коня. Да, и у меня половина моей суммы накопленной ушло на восстановление маминой машины. Да, на самом деле тоже это такой случай, который... У меня был тогда Мишель-Жаз, и это было очень опасно, потому что он просто в 11 часов ночи выбежал конь. Да, лошади же слепые. Они бегут на свет всегда. И вот после всего этого у меня осталось там $5000, и я такой прихожу, я с работы уже уволился. Я прихожу домой, родителям еще не сказал. Я такой, все, на кухне пью чай, мама сидит, папа сидит. Я такой, мам, пап, я уволился. Они такие, что, почему? Я говорю, все, не то, все не то, я чувствую, я уезжаю. Я уже купил билеты, я даже им не сказал. Я говорю, вот я уезжаю. Они, куда, зачем? Я говорю, мне необходимо уехать, у меня был какой-то, знаете, внутренний какой-то поиск. Мне хотелось, я ехал зачем-то. Я определенно знал, что я это найду, мне нужно уехать, дайте мне время, мне нужно подумать. Мама была против категорически. Отец сразу такой, окей, типа, что я могу сделать? Ты уже купил билеты, ты уже уволился. Все. Прошла неделя, все обдумали, обмозговали, и мама подходит, говорит, хорошо, смотри, ты сейчас уедешь и вернешься через месяц, и снова будешь искать себе работу. Я говорю, мам, не переживай, все нормально. И вот я уезжаю, бросаю все, беру с собой только один рюкзак, ботинки, шапку, у меня билет в Индию. Ух ты. Да, $5000 в кармане, и я просто уезжаю на неопределенный срок. Без какой-либо цели, без ничего-либо вообще. Взял с собой небольшой дневник, думал, буду писать, у меня будет небольшой дневник путешественника. Вот. Вау. Вот так, да. И ты выехал, сколько времени ты пробыл в Индии?
В Индии я пробыл, наверное, недели 3. Я, если честно, на третий день я чуть не сломался. Да, зачем? На третий день потому что одно дело, ты смотришь все эти видосики на Ютубе, Да. где там красивые люди снимают на GoPro, как они путешествуют, как это, знаешь, там водопады, моря, леса, пустыни. А тут ты приезжаешь в Нью-Дели, Да, и сталкиваешься с реальностью. заселяешься в мейн-базар, в хостел за $3, в котором нет ни окна, ни воды, ничего. Вот такое треснутое зеркало. Ложишься в кровать тоже вся влажная. Я такой, блин. Это чуть не то, что я Да, ожидал. я такой, блин, вот она реальность. Да. И вот так на третий день я прям помню, меня прям чуть ли не до слез меня трясло, потому что мне было очень обидно, что я вот взял вот так, ну, я будто бы вот уже был на грани, чтобы сломаться, знаешь. Я помню, писал друзьям, пишу Султану, говорю, блин, Сул, что-то вообще не то, мне кажется, я сделал неправильный там шаг, поторопился, не обдумал. У меня даже не было маршрута никакого. Но тебя хватило на 3 недели. На 3 дня. И потом я встречаю молодого парня, тогда я был старше него, ему было лет 19, англичанин Руфус, тоже в Нью-Дели я его встретил через каучсерфинг. И он уже путешествовал 3 месяца. Ого. Да, и он младше меня, и у него такое мировоззрение уже. И я ему говорю, блин, чувак, это мой 3-й день, а я уже, говорю, почти что сломался, я уже вот прям, не вывожу. Он мне говорит, успокойся, ты приехал в Нью-Дели, тут так всегда. Я уезжаю на север Индии, в Дармасалу, где живет Далай-лама. Поехали со мной. Я такой, go, говорю, все. И он меня спасает, он просто меня спасает. Он меня спасает. Послал его, да? Он меня спасал во всех смыслах этого слова, потому что прямо перед выездом в этот север, мы на базаре с ним пьем какие-то коктейли фруктовые. Полная антисанитария, незнакомые мне фрукты. До этого я 2 дня со своим гастритом кушал острую еду. И я решаюсь, тоже поверил в себя, выпиваю. Вот, наверное, чуть больше 0,5, знаешь, там была вот такая кружка непонятных фруктов, и мы с ним вдвоем это выпиваем. И ночью в автобусе у меня, я не знаю, у меня отравление нереальное. И мы едем на север, это горная местность, и меня начинают крутить. Я потею, у нас полный автобус, кто-то лежит, кто-то на ком-то. Дикая вонь, дикий пот со всех сторон. Я подбегаю к водителю и говорю, братуха, срочно, говорю, ты что? Да. А мы едем, переполненный автобус, и мы едем вверх в гору, и он говорит, я не могу остановиться, я потом не смогу поехать дальше. Он мне говорит, терпи, осталось полчаса. Я говорю, каких полчаса? У меня уже жизнь пролетает. У меня пот, знаешь. Я не знаю, каким чудом у меня не было выбора вообще, да. Мы доезжаем, и я 3 дня болею там наверху, в этих горах. Я страшно болею. Я не знал, что вообще во мне было столько жидкости, понимаете? Это было просто какое-то мега очищение. И на что мне Руфус говорит, чувак, Индия тебя, говорит, сейчас чистит. Да, чистит. Похоже. Ну и по психосоматике тоже. Все, что ты отторгалось, тебя начало выходить. Ну, это как сейчас... Это были настолько, знаешь, я не знаю, он мне приносил рис, кипяченую воду, он за мной ухаживал 3 дня. Он был прабакером твоим. Да, он был моим прабакером, скорее всего, да, хотя он был англичанин. И в какой-то момент все прошло, и я просто выхожу из нашего, мы сняли такой небольшой домик, я выхожу спустя 2-3 дня, и я вижу, как красиво в этом месте. Это было настолько, я вот все это время этого не замечал, тут я вышел, и я просто вижу эти холмы, этот закат, этот свежий воздух, там уже пошла смесь, там были не только индусы, там уже были и непальцы, то есть такая чистота, везде эти собаки. Просто аура была настолько сильная, настолько она была чистая. Духотворенная, намоленное место. Безумно. И я прямо жил, знаешь. Я вот там как будто бы вот прям... У меня открылись глаза, и Руфус мне говорит, слушай, ты же по горам ходишь? Я такой, да. Он говорит, пойдем, тут есть тропы разные. Вау. И мы с ним начинаем ходить по разным тропам, знаешь. То есть там такие красоты. С нами всегда гуляли собаки, проходили монахи, всегда везде на мосте.
И все, и мы очистились. Я полюбил ту Индию. И мы настолько сдружились с Руфусом. Я ему говорю, все, говорю, я понял Индию. Я говорю, я хочу ехать дальше. Я хочу в Непал. Я хочу дальше, и больше этих гор хочу. И он мне такой, к черту, я с тобой, говорит. Вау. Да. И мы с ним вдвоем летим в Непал. И сейчас Руфус заходит, я до сих пор Руфус залетаем. Смотри, а в какой момент наступил твой знаменитый gap year? Я помню посты в Инстаграме. В Непале. В Непале. То есть это плюс-минус в это время? Да, это плюс-минус в это время, потому что в какой-то момент я написал в своем Инстаграме, я говорю, бывает так, что всю жизнь копишь деньги на беляш, а потом уезжаешь в кругосветное путешествие. Да, потому что было наоборот, всю жизнь пацаны говорили, копишь деньги на кругосветное путешествие, а потом покупаешь себе беляш. Да. Я переиграл это наоборот. И это просто была, цитатка, откуда-то я ее взял, или я не помню. И девушка какая-то, с кем я учился в Кимэпе, кажется, она уже работала где-то на каком-то портале. И она это увидела. И это на самом деле не было кругосветным путешествием. Я просто поехал, куда глаза глядят. Она это увидела. Она увидела, что я дошел до базового лагеря Эверест в одиночку. И уже спустившись в Катманду, я написал свои впечатления, то, что вау, как классно. У меня был небольшой дневник в Инстаграме. И она взяла и написала об этом статью. То, что вот чувак сорвался в кругосветное путешествие, бла-бла-бла-бла-бла-бла, какой он счастливый, какой он молодец. И уже будучи в Малайзии, я просто просыпаюсь в один день, и у меня взрывается Инстаграм, про меня пишут новости, то, что вот он уехал в кругосветное путешествие. Да, я такой, они взяли и, получается, накинули на меня ярлык, что я теперь должен делать кругосветное путешествие. Смотри, сколько стран, в общем, ты посетил? 10, я думаю, может 12. Окей, Индия, Неаполь, Малайзия, мы сейчас Неаполь. Простите, пожалуйста. Это была Индия, это был Непал. В Непале я страшно замерз, после этого я сразу поехал к друзьям в Малайзию, потому что я так мечтал погреть свои кости. Малайзия, после Малайзии меня не пустили в Таиланд, я уехал на Филиппины. Там тоже интересный случай. С чуваком, с которым я пересекался в Непале, в горах, мы с ним еще раз случайно встретились на Филиппинах. Серьезно? Да, это случай 1 на миллиард. Вау. Да, и мы с ним дальше поехали по всем вулканам, по всем лесам. Он crazy motherfucker, который уехал с Литвы в 18 лет. И когда мы с ним встретились, ему было 25. И он все это время в дороге. Да. То есть вообще на самом деле, когда люди думают, что путешествие, это про места, на самом деле это про людей, которых ты встречаешь, их истории, у них такие истории. Про это можно снимать фильмы. Да. И вот я помню, я вдохновлялся всем этим. Когда он мне рассказывал свои истории, я такой, чувак, это невозможно, говорю. У меня была такая футболка Казахстан, сборная Казахстана по хоккею. Я ему ее вручил, говорю, она у меня всегда была большая, а он был больше меня, я ему говорю, пожалуйста, носи ее ты. А он такой, знаете, он настоящий такой прям бродяга. Там на самом деле тонкая грань между путешественниками и бродягой, да, а вот он прям бродяга. Он не ночевал ни в каких отелях, у него был тент, палатка и все. Крутой чувак. И мы с ним еще раз встречаемся на Филиппинах, мы с ним просто все Филиппины обходим. А после мы расстаемся, тоже всегда больно расставаться. Когда мы с Руфусом расставались, это тоже было очень тяжело. Потом с Йонасом мы расстались тоже. До сих пор поддерживаю со всеми связь. После я уехал, после Филиппин на Корея, кажется, была. Окей. Сегодня вы как раз рассказывали, что в Корее лучше, чем в Японии. Сугубо личное мнение. Да, я бы поспорил. Очень мечтаю побывать в Японии. После Кореи я приезжаю в Владивосток. Ух ты! Да, это был просто бам! После всей Азии, где там вот это все, я сам стал таким, знаешь, там со всеми вот так кланяешься.
Тут я прилетаю в Владивосток и стою в очереди, и мне вот с паспортного контроля женщина: «Чё стоим? Быстрее сюда!» И я такой: извините, пожалуйста, да, все. Старый добрый. Я сразу вернулся в свои реалии, типа, ах, да, точно, я забыл, да. Тут надо быть тоже таким. Быстро расскажу. С Владивостока проехал до Москвы на плацкарте. По дороге заехал в Монголию, в Иркутск, на Байкале покатался на коньках. Тоже была мечта. После Монголии быстро вот доехали до Москвы. Там встречаемся с Каной Бисикеевым, где он такой чувак тоже. Это такая... Вы знакомитесь там? Не. Мы с ним были давние друзья. Это он очень надоумил меня на то, что, чувак, ты должен бросить свою работу. Ты человек, давай, ты должен искать себя. В какой-то моменте мне кажется, он даже и заложил вот это зерно, да. Он такой: все, я сниму про тебя фильм, все свои материалы на GoPro сохраняй, в Америке встретимся, продолжим снимать. Мы сняли небольшой отрывок в Москве, я уехал в Америку, у меня кончились деньги, я вышел на работу, начал работать официантом. В Америке? Да. 5 месяцев поработал в Америке, накопил денег, $15 000, да. И дальше поехали. Мы по Америке с Каной поездили, я вернулся в Азербайджан, Грузия, потом мы поехали в Нальчик, откуда мы с друзьями уже приехали, мои друзья с Алматы, мы пошли на восхождение на Эльбрус. После Эльбруса Ахтау, и на поезде я вернулся домой. Это какой год получается, когда ты уже вернулся? Это был 16-й или 17-й год. Не помню точно. И тебя не было, грубо говоря, около года? Да, 10 или 11 месяцев я отсутствовал. Ого. Да, я приехал домой. И мама такая: я тебя отпускала на месяц. А мама, между прочим, когда я уже был в Корее, мама мне написала. Она сказала: Балам, ты большой молодец, я тобой горжусь. Да. И она пожелала удачи в дальнейших путешествиях. Я приехал домой, и все. То есть я такой: чем заниматься? Я снова вернулся на небольшой отрезок времени к походам. Мы водили людей в походы в горы. И потом мы открыли бар. Late Night Show. Классный бар. Да, которым по сей день я занимаюсь. Вот. Нет, в промежутке, извиняюсь, я, кстати, вернувшись, меня позвали работать в Борис, хоккейный клуб Борис. Ух ты. Да, хоккей снова подключался ко мне. Пресс-службу куда-то или... Нет, меня позвали на очень хорошую должность. Я работал генеральным менеджером. Я искал игроков в Канаде, в Америке. Скаутил, да? Да, мы скаутили. Есть чем гордиться. Заскаутили очень много хороших игроков, которые по сей день в топе континентальной хоккейной лиги. Круто. Даррен Диц, Линден Вей, то есть много они принесли хороших эмоциональных моментов в Астане, Казахстану. Сколько времени ты проработал? 1 сезон, 1 год. 1 год. Да, в хоккее там все очень быстро, там, да, если ты не показал нужных результатов, они требуют это вот за 1 сезон. На самом деле это долгая работа. Конечно. Но, тем не менее, вот, кстати, тут кульминация в этом и заключается. Да. В Астане, алматинцу очень сложно в Астане. Человеку, который без ума гор, который путешествовал целый год, тут он приезжает в Астану, в холодную, ветреную, где особо его никто и не ждал, да, кроме работы его ничего не ждало. И у меня начинается такая легкая депрессия. Я на самом деле человек очень депрессивный, но там у меня уже началась апатия. Я не выходил из дома никуда, мне не хватало безумно моих гор алматинских, даже просто хотя бы вида на эти горы. Да. Работа была 6 дней в неделю, а то и 7 дней в неделю иногда. Домой я 1 раз ездил только на Новый год, на 2 дня меня отпустили и все. То есть там работа такая, на самом деле, ответственная, и очень много. Не только это Борис, там вся вертикаль хоккейного клуба, да, Борис, Намат, Снежные барсы, девчонки там есть, молодые, это же целая школа, и надо было за всем этим следить. И тут в Астане жизнь такая, что ты либо дома, либо на работе, либо в ТРЦшках, да, либо в мегацентре. И помню, я в один из дней гулял в мегацентре и зашел в Меломан. Зашел в Меломан,
проходил мимо книжных полок и натыкаюсь на такое громкое, но такое близкое название, вот именно к тамошнему моменту у меня очень... Мне написано было «Когда падают горы». Ух ты! Да, я такой, мои горы вот как раз-таки упали буквально вот недавно, которых мне так не хватает. Я беру книгу Чингиз Торикулович Айтматов. Как вам такой переход? Бум! Мы возвратились в точку. Петля у нас, замкнулась. Да. А на самом деле всю мою жизнь дома у меня всегда были его книги. Тополек в красной косынке, он просто вот всю жизнь на полке. Вот, когда приходили гости, когда я доставал вот все эти фужеры и так далее, всегда была эта книга. Чингиз Айтматов, Тополек в красной косынке. Всегда я ее видел, но никогда у меня не тянулась рука. Ну, спортшкола, я не знаю, можно найти миллион отмазок. Может быть, это было не мое время, да. Но тут в меломании я беру эту книгу. Я даже не стал читать, что там вообще. Я просто ее беру. Иду на выход. Я ее взахлеб прочитал, наверное, за 2-3 дня. Такой, так, нужна еще одна порция. Она мне страшно зашла. Я потом только узнал, что это уже была последняя его книга. Я покупаю еще одну книгу, покупаю затем вторую. Тополек в красной косынке, потом Пеги и пес, потом Плаха, потом Буран и полустанок, тот же «Дольше века длится день». То есть все, и книги заканчиваются, представляете? Я такой, а где еще? Я хочу еще, я знаю, что в интернете есть еще книги. Где они? Они говорят, у нас их нету. И вот когда я приехал домой на Новый год к родителям, я зашел в наш книжный дом, и я просто купил все, что было. Просто от А до Я Айтматов, от первого тома до последнего. И я все это забрал с собой в Астану. Это вот советские издания, которые, или новые уже? Это издание 2001 года. Между прочим, самое что интересно, Мухтар Аблязов тогда работал в БТА банке, кажется. И вот эта книга была как-то, все издание было привязано к БТА банку. Да. До сих пор все дома есть, и я прочел все. Я сразу после того, как я все это прочел, а быть может даже и параллельно, я сразу ушел в его биографию. И слава богу, у нас еще сохранилось очень много информативного видео с ним. У нас есть его интервью, у нас есть разного вида телепередачи с ним. И я все это пересмотрел. Мне всегда... Потому что человек... Не может обычный простой человек это все написать. Пишет, не может. Не может он так прочувствовать животных вот так. Не может он прочувствовать боль вот так, да. И однозначно я сразу ушел в его биографию, и мне все сразу стало ясно. Все просто ложилось друг на друга. Это все было очень логично. Потому что человек с такой биографией, только он мог такое написать, только он мог все это прочувствовать. Прежде чем приступить к Айтматову, правильно, наверное, будет упомянуть о семье, в которой он родился. Для него в целом человека, который фиксировал в себе две национальности, это по матери он был татарской крови, по отцовской он был кыргызом. Отец Торикул Айтматов видный деятель, которого готовили возможность стать руководителем страны в советский период. И Чингиз Торикулович в 1-2 классе уезжает в Москву вместе с отцом. И его мать Нагима Айтматова, вот ее отец был, я с города Каракол, и ее отец Нагимы Айтматовой, он жил в Караколе, он был купцом. Он владел арабским языком, он владел татарским, русским и кыргызским языками, был очень успешным, образованным человеком. И Нагима во многом тоже повлияла на Чингиза тем, что своей образованностью она прекрасно знала татарские сказки. Она рассказывала их ему. И когда они в 1 классе уехали в Москву, маленький Чингиз, для меня это тоже было удивление, что мы там его ассоциируем, да, с глубинкой, там, с юртой, с кочевьем и так далее. Но уже в маленьком возрасте он увидел столицу, да, он играл в хоккей, его брали, оказывается, на каток в детстве, когда он был маленьким. Он смотрел там эти огни. Но самое интересное, он вспоминает, когда в 5 лет он отчетливо помнит свое первое кочевье у бабушки. Он жил в Шекере, в селе в Таласской области. Он говорит, что мне так запомнилось, что вот летом весь аил в
мы уходили на Джайло, и, возможно, это были последние кочевья кыргызов, когда вот перед тем, когда стать оседлой культурой, они так кочевали. Он говорит, мне бабушка моя, Алмақан апа, которая была очень строгой женщиной, она говорит, что она дала 5-летнему Чингизу лошадь двухлетку и сказала, что ты сам будешь на отдельной лошади с нами вместе. И он говорит, у меня такая гордость, я помню, был маленьким, но мне такая гордость одолевала, что у меня есть мой жеребец, что я могу на нем горцевать, идти, мне доверили эту лошадь. И вот он полностью прошел этот маршрут. И меня всегда удивляло и поражало то, как он умел описывать чувства, боль, радость животных, как он умел это все передавать, потому что в любом рассказе, абсолютно, почти что, ладно, там есть пару рассказов, но в любом рассказе присутствует животное, через призму которого он может и рассказывать, и показывать, да, происходящие вещи. Будь то Плаха, да, где Ахбара, да, там Ташкайнар, будь это Гульсара, да, Каранар в Буранном полустанке. Я всегда поражался тому, как вот ты веришь ему, понимаешь, ты ему веришь. И откуда это все взялось? А потом я узнал, что Чингиз Турикулович закончил Джамбульский зоотехникум, да, на ветеринара. Потому что в романе Гульсара, «Прощай, Гульсара», да, я когда читал о кастрации Гульсара, да, это же невозможно читать, он настолько передавал всю эту боль, я не знал, что это реально так описывать, да, ну, чувство коня, да, я просто... Гульсары не последней роли сегодня в спорте твоем, в триатлоне играет. Да, Гульсара, я назвал свой велосипед в честь Гульсара, да. Он у меня черный, как ночь, но душа у него светлая, как у Гульсара. Блин, это очень круто, это очень поэтично получилось. Я с ним разговариваю всегда на гонке, мы всегда с ним, потому что, ну, ты же сам понимаешь, в гонке сходишь с ума, да, и я такой, Гульсара, давай, Гульсара, ты можешь, немножечко поработай. Вот. Зоотехническое, именно то, что он мог таким языком передать природу, вообще животный мир. В первую очередь это любовь. Человек, который... Да, 100%. Это в первую очередь любовь, понимаешь? И человек, который заканчивает на ветеринара, он однозначно, безусловно, любит животных. Он в техникуме, где он обучался, он очень хорошо учился. Он получал стипендию, что для него было крайне важным. И да, более того, есть уникальные кадры. Его даже сняли в кино документальном. То есть это 50-е годы. Тогда это очень редкое дело, чтобы кого-то там запечатлить. Есть уникальные кадры, мы вставим их сюда, где молодой Чингиз Турикулович, будучи студентом, в халате, какие-то там химические эти делает, реагенты что-то доносит. И ты смотришь на него, как-то так приятно, еще тогда подумал, блин, он же позже знаменитым стал, как это его так рано начали снимать? И он говорит, что для меня это тоже было, что меня сняли в кино. Он говорит, да, это было, конечно... Ну, он очень видный же. Да, помимо всего, Чингиз Турикулович очень красивый и видный человек. Да. Очень, какая-то благородная такая. Ну, плюс все-таки смесь татарской крови дала о себе знать, потому что на него вроде смотришь, с одной стороны, это кыргыз, это такой Чингиз, Айтматов, но с другой стороны, ты чувствуешь некое какое-то европейское у него начало, вот этот нос, вот эти посаженные глаза, и вот он же был прям большим человеком. Ну, да, крупненький. Да, крупным человеком. Если сегодня посмотреть на этого человека, то, если верить там информации, которую мы можем получать, да, то это сейчас 3-й самый читаемый автор в мире после Толстого и Шекспира. Общий тираж книг, которые были изданы по произведению Чингиза Турикуловича, это более 100 миллионов экземпляров. На 176 языков мира переведены его произведения. В 128 странах. Читают его все, от мэра Лондона до солиста группы «Рамштайн», там, от студентов там, где-то в Монголии до Ержана Лабергенова, сегодня здесь. Через 3 года, по-моему, после окончания зоотехникума он пишет, что он уже обретает какую-то популярность, он пишет, что мне не хватает знаний, я не получил знаний, я, будучи маленьким ребенком, я закончил там сколько-то классов, да, я начал работать. Мне не было времени учиться, и он говорит, что я хотел бы закончить курсы литературные в Москве, чтобы компенсировать высшие курсы, да, чтобы компенсировать свои незнания, пробелы в обучении. И человек осознанно идет снова, да, учиться.
пока случайным, по сути, образом весь мир не узнает о самой красивой, как говорят некоторые авторы, рассказе о любви, повесть Джамиля, которая чудесным образом перекликается с другим великим деятелем, который был другом отца Чингиза Туракуловича, был вместе расстрелян в один день с его отцом. Его звали этого человека Джусуп Абдрахманов. Это первый руководитель Кыргызстана, который в 28 или 26 лет, когда он в этом возрасте стал руководителем Кыргызстана, Кыргызской ССР. Великие люди, в честь него названа главная улица Бишкеке, одна из главных улиц. Джусуп Абдрахманов, первый руководитель, будучи с поездками в Москве, являлся другом творческой интеллигенции. И он был другом семьи Маяковского. Он дружил с Маяковским. И описывается история, что Айтматов приезжает на день рождения Маяковского, дарит ему в подарок маленькую игрушку барашка. На шею барашку он вешает маленькое письмо и пишет: «Прошу вас, Маяковский, сочинять письма, сочинять поэмы за счастливое будущее молодой новой республики, за тучный урожай, за огромное количество стада овец, чтобы у республики все было хорошо». Дарит ему такой вот шуточный добрый презент. И в него была влюблена Лилия Брик, супруга Маяковского. У них был такой роман на троих. Да, там была очень интересная история. Он запомнился этим, даже есть кинохроника, где Джусуп Абдрахманов на похоронах Маяковского, его прям, он в первом ряду, он гроб нес. Его можно увидеть на камере, тоже кадры мы сюда вставим с этой хроники. Что интересно происходит? Лилия Брик, супруга Маяковского, она после во Франции живет, уезжает, и Джусуп Абдрахманов, точнее наш товарищ Чингиз Туракулович, молодой писатель, говорят, что Луи Арагон, да, французский писатель, вот он, благодаря нему узналось о Джамиле, но на самом деле оказывается, что у Лилии Брик, по-моему, если не ошибаюсь, была сестра, которая узнала о Джамиле и начала говорить Лилии, что нужно прочитать, есть появился писатель, очень интересный, просила прочитать его вот эту повесть. И она как бы, не придавала значения, пока она ей не сказала, что это его отец. Они были с Джусупом, близкими людьми, он из Кыргызстана. Вау. И она после этой детали прочитала, высоко оценила. И потом это как бы дошло до Луи Арагона в том числе, до творческой интеллигенции. И таким вот образом переплетение судеб Чингиз Туракулович обретает мировую славу. Вот этого я не знал. Супер история. Да? Удивительная история. И с этого начинается путь, когда опубликовали первое произведение Айтмата. Я не помню, то ли газетчик, то ли Джамилю, когда опубликовали в «Новом мире» в газете. Тогда главным редактором был Твардовский. Он дал совет Чингизу Туракуловичу, который помог ему, наверное, выжить в очень сложное время, в очень сложном обществе. Он ему сказал: пиши вначале на русском языке, а потом на кыргызском, для того, чтобы тебя партократы не съели в Кыргызской ССР. У меня вот вопрос. Как ты считаешь, повесть Джамиля, именно ты говоришь, то, что там была «Любовь на троих», повлияло ли это? Сам рассказ повлиял? Да. Интересная деталь, я об этом не думал. Но я почему-то мне тоже пришла эта эта мысль. Потому что в Джамиле же как раз таки и про это, то что... Как будто бы супруга Маяковского себя почувствовала. Да, это возможно. Да, это, кстати, возможно, может, поэтому тронуло, это произведение. Да. Ну, слушай, у Джамиле, я сейчас скажу свою точку женскую зрения. Давай. Я первый раз прочитала Джамилю в 11 классе, и я помню, я, наверное, просто была молода, юна, я ее осуждала где-то. Потому что по канонам и менталитету, по которому мы, восточные женщины, были воспитаны, как так, да? И я еще думала, это же в то время вот такое происходило, и Джамиля могла условно в открытую, да, признаться своему кайни. Вот эту всю историю, это сейчас не будем пересказывать для тех, потому что я знаю, что есть огромное количество людей, которые будут смотреть, еще не читали Джамилю, чтобы не было какого-то этого. Но потом, когда я ее перечитала пару лет тому назад, боже, для меня Джамиля была просто олицетворением, наверное, какой-то свободной кыргызской девушки, которая знает, что она хочет, которая может любить, которая может говорить об этом и не стесняться во имя или против, да, всего окружающего мира. И поэтому Джамиля, допустим,
вот очень персонаж Джамиле и персонаж, мы сейчас перейдем к первому учителю, да, вот эти два персонажа, я в них себя тоже очень сильно вот вижу на данный момент, на данный период своей жизни. Поэтому, мне кажется, с женой Маяковского ровно так же было. Рассказ, который полностью перевернул мое понимание и мое отношение, да, к солдатам, те, кто ушли на фронт, те, кто погибли, те, кто воевали за страну. Вот знаете, 9 мая, да, вот в День Победы, да, все часто там, да, там вот дед, там, да, там, спасибо деду за победу, там, дед, это всегда солдаты, это всегда танки, это парад. Но материнское поле просто перевернуло на все 180 градусов мое понимание, мое отношение к мужчинам и женщинам, да, потому что в этом же рассказе, да, Толгнай, не помню уже, как звали женщину, которая всегда выходила на поле, которая потеряла своих 3 сыновей, которая потеряла своего мужа. Тут дело, да, конечно, я не хочу обесценивать и говорить то, что вот мужикам было проще в те годы, да, там он поехал на фронт, у него 3 варианта, да, он либо погибает, либо он возвращается с травмой, либо он, да, там после войны возвращается. К сожалению, в том рассказе ничего такого не произошло, все они погибли, 3 погибли, 1 пропал без вести, но опять-таки, это же быстрый момент. Да, ты мужчина, да, ты воюешь за свою страну, ты пришел, тебя убили, все, тебя не стало. Но мать и жена, она всю свою жизнь, все эти годы, она несет эту боль. Да. То есть уже все, да, и война закончилась, мужчин не стало, да, а она каждый день, она просыпается, страдает, она болеет, у нее вся душа болит, ее сын без вести пропал, и она бесконечно верит в то, что он еще может найтись. Хотя все мы сами понимаем, что найтись он уже не может, что он давно где-то лежит в братской могиле. И прочитав этот рассказ, я помню, я прям плакал, я очень сентиментальный, я плакал, и я понял, что женщины в те, да, в самые такие тяжелые моменты, да, сколько они несли, сколько они сделали, сколько они собирали, как они этим болели, как они ждали. И как только я это прочел, я прям сразу Ожешке написал, потому что у меня Ожешка тоже, как и Чингис Турикулович, она тоже... В тылу была. Она не была... Нет, она была в детстве в тылу, да, ну то есть не в тылу, она помогала. Но мой прадед Нурхан, он тоже комиссар дивизии, у него столько детей, он мог не ехать на войну. Но тогда все болели этой идеей, да, и он не мог не поехать, его мужское ему не давало не поехать, он поехал. Его взяли в плен, да, потому что все было обречено, он как комиссар дивизии, он спасал своих солдат. Его взяли в плен, ссылка, его не стало. Где-то Владивосток, Хабаровск, в тех краях, никто не знает, где он лежит, да. Но все его дети, включая мою любимую Ожешку, да, Мадину, они стали детьми врага народа. И мама рассказывала недавно, мы тоже сидели, вспоминали Ожешку. В 2009 году, что ли, может, не в тех, 12-е годы, я не помню, отец мой с сестренкой, сестренка занималась танцами до хоккея немножечко, а быть может параллельно, и они поехали по танцам, они поехали в Малайзию или в Сингапур выступать народные танцы. И отец говорит: давай я Ожешку возьму с собой, потому что мама у меня трудоголик, и она такая: я не поеду, я буду работать. Возьмите Ожешку. Ожешка никогда не была за рубежом. И вот моя Ожешка в аэропорту, будучи, ей было лет 70, наверное, она переживала, что ее не впустят за рубеж, потому что она всю жизнь, у нее было клеймо, что она
ребенок врага народа. Я сейчас опять возвращаюсь к женщинам. «Тополек мой в красной косынке». Вообще, это самый мой любимый рассказ, если Мой честно. тоже любимый рассказ. Я помню, я его тоже 2 раза перечитывала. И насколько мне понравилась идея того, что там же про измену чувств, да, все-таки она могла, в принципе, условно его простить, да, но насколько он ставит вот это вот женщине, что такое не прощается. Вот именно вот эти вот искренние чувства. И вообще вот эта вся история, она очень-очень... И по сей день, я считаю, что она актуальна. И мне кажется, каждая девочка должна прочитать «Тополек мой в красной косынке». Ровно так же, как и мужчина. Да. Но она в какой-то... Она же простила его даже тогда. Она же стояла с ребенком у трассы и ждала его. Да. Просто, опять-таки, это про жизнь и показывают, что в жизни можно влюбиться еще раз. Да. Но самое, что я вам скажу, да, в «Топольке» мне очень сильно понравилось, то, как в конце герой не сломался. То, как в конце он принял эту участь достойно. Он понял, он сказал: «Прощай, осель, прощай, Иссык-Куль, песня моя недопетая». Да? И он сказал себе вслух то, что я не потерянный человек, я все еще могу обрести любовь. У меня все еще есть шанс. То есть, это про здоровые отношения. Да, даже вот, хотя казалось бы все, да, казалось бы там дело уже пахнет, там суицидом, да, там или бутылкой, да, там. Это про то, что он понял свою ошибку и учится жить дальше. Про то, что он ломал стереотипы условно, потому что как будто бы в Советском Союзе вообще в то время не было измен, да, там не было каких-то таких... Да. А тут он такой: нет, сори, они были, есть, и по сей день вся эта тема очень актуальна. И я всегда своим сестренкам советую прочитать «Тополек мой в красной косынке», всегда говорю: пожалуйста, вот это вот условно 18-20 плюс, иди и читай эту книгу, потому что, надо, я считаю, что каждый человек ее, хотя бы в постсоветском Союзе, у нас здесь в Кыргызстане, в Казахстане, должен прочитать и мужчина, и женщина, потому что это как будто бы про, вот как мы сказали, про здоровые отношения, про то, что даже если у тебя где-то не получится, у тебя все еще есть шанс. Работая в команде «Борис», мы часто летали. И в самолетах я читал всегда Захуля Айтматова, и оказывается, в самолетах человек, становится еще более сентиментальным, еще более, такое. Потому что это научно доказано, что именно вот в самолете на высоте чувствуется некая тревога, потому что ты где-то там в консервной банке высоко, есть какая-то нотка страха, есть нотка переживаний, где-то в замкнутом пространстве, то есть все давит на человека эмоционально. И мы летели командой мужиков, да, у нас там все хоккеисты, там бородатые, качки, да, тут сидит тренер, тут сидит начальник команды, тут другие тренера по физподготовке, там. И я читаю Пегова «Пеги, пес, бегущий краем моря». Очень тяжелый рассказ, и уже мы в воздухе, и кульминационный момент, да, когда отец остается с сыном в лодке, и отец, да, там у него такие страшные мысли, да, потому что оба варианта, да, перед ним, они оба страшны, да. И вот он принимает самое сложное решение в своей жизни, да, и там я просто реву в самолете, я вот сижу, мы сидим все вместе с мужиками, и я читаю страничку, меня прорывает, я вытираюсь, и стараюсь как-то это делать незаметно. В то же время я хочу дочитать, потому что это уже все, кульминационный момент, я не хочу его оставлять на потом. И я вижу, что уже на меня смотрят, да, я такой: да к черту, я переворачиваю страницу, у меня все сильнее и сильнее. В общем, я дочитал, я проплакался. Это было такой, это был такой мужской, такой тихий плач. Я прям такой, все. И я помню, начальник команды такой смотрит на меня такой: а что за книга-то? Я говорю, вот он такой, что прям настолько? Я ему говорю: Вадим Шамилевич, говорю, это очень, говорю. И я тогда мне было настолько плевать, да, что меня окружает, в какой ситуации я нахожусь.
я все равно сказал, нет, я хочу, это сейчас, пускай так, я это сделаю. Почувствовать, да, все это. Да, и это было очень... Я прям, я так не плакал, наверное, никогда вообще. Я такой, блин. Вау. Вот, что это был за вопрос? Слушай, вопроса нет, мне просто себя хочется слушать. Насчет Айтматова, фигура Айтматова в твоей жизни очень большую роль. Вот, вопроса-то не было никакого, да, было. И когда я дочитал всего, я пересмотрел все, я почувствовал, что я, так уж, вот честно, не довелось мне увидеть этого человека, да, я бы просто руку пожать, посмотреть в глаза, да, мне бы этого хватило. И я хотел и хочу сказать ему простое, человеческое спасибо, что вы появились в моей жизни, что вы вот так помогли мне, что вы меня укрепили где-то, что вы где-то, да, открыли во мне новые какие-то там границы, там, эмоциональные, физические и так далее, потому что в каждом его рассказе я всегда вдохновлялся этими героями, всегда, будь это Бастон, да, там, Едыгей, да, я всегда вдохновлялся этими персонажами, да, я хотел быть похожим на них, потому что они несли с собой всю ту человечность, всю ту доброту, все то мужество, да, и мне захотелось просто сказать ему спасибо, и я пообещал себе, что я это сделаю обязательно, и я это сделаю путем, что я сниму о нем, о его рассказах, о Кыргызстане, о Казахстане, да, небольшой фильм. Я еще не решил, будет это художественный. Нет, скорее всего, это будет авторский фильм. Будут, конечно, переплети с моими путешествиями, с восхождениями на горы, потому что благодаря Эрику я узнал, что есть пик Айтматова. И опять-таки благодаря Эрику я узнал, что уже через 5 лет будет 100-й юбилей. И я подумал, все к этому идет. Дай бог, все получится. И обязательно я сниму с ребятами, с командой небольшой, но очень душевный и такой, знаете, благодарный фильм, да, Чингизу Турикуловичу. Подожди, такая. Все, ничего не интересно. У нас с Эриком есть для тебя подарок. Это 2 эксклюзивные книги. Они вообще в лимитированном тираже. Да. Вот, первая книга, они обе от Александра Федорова, он уже тоже был гостем нашего общения. Да, мы не называем это выпуске. в нашем выпуске. Вот, первая книга — это «Байки о кино». Здесь ты можешь узнать о кыргызском кинематографе, о чуде, и там описывается, как Чингиз Айтматов. Есть эксклюзивные фотографии и кадры того времени. Спасибо большое. Да, все, что было на бэкстейдже, то есть это все снималось, там все это так описывается классно. И вторая книга — это Чингиз Айтматов и его земля. Здесь собраны его фотографии и то, как фотограф видел его. Вот, и знаешь, я сейчас очень хочу, здесь есть одно великолепное стихотворение, которое написано на 3 языках, в оригинале он был написан на русском. Я хочу, чтобы ты вышел туда к озеру и прочитал ее. Там это, конечно... Да, тоже авторы, это Александр Федоров и Алимджан Джарубаев, 2 фотографа этой книги. Она выпущена была, по-моему, в 2090 или в начале 2000. Очень редко ее больше не найдешь. Блин, ребят, большое спасибо. Это, большое спасибо. На добрую память. Я думаю, тебе они пригодятся к 100-летию Айтматова. Абсолютно. Однозначно. Большое спасибо. Большое спасибо. Тебе спасибо, что нашел время. Да, с удовольствием. Вообще с удовольствием. Мне кажется, я сегодня для себя открыла совершенно другого Ержана Алдабергенова. Вот, спасибо за беседу. Все было очень прям nice. Да. Спасибо, огромное. Я думаю, что это наша не последняя встреча. И я бы хотел, чтобы ты предложил конкурс для наших слушателей. Мы разыграем среди них одну книгу «Байки». Я специально взял еще одну. Такая же, как и у Ержана, у вас будет в коллекции. Она была последняя. Последняя, за подписью автора. Мы разыграем эту книгу. И если тебе вдруг понравится еще один комментарий, то мы разыграем футболку от Эльгири Картель. Я сегодня в этой рубашке, Мириша, ты тоже в Эльгири Картель. Мы 2 приза сделаем тогда. За 2 комментария. Я надеюсь, что сегодняшним выпуском мы смогли принести какую-то пользу для зрителя, дать ему какую-то пищу для ума и вдохновить его на что-то доброе, на что-то хорошее. Поэтому
Смотрите подкаст «Замонтаж», подписывайтесь на Ержана Алдабергенова. Бро, спасибо большое за то, что ты любишь, ценишь Айтматова. Это большая для нас... Нам очень приятно. Вам спасибо. Да, нам очень приятно. Участвуйте, подписывайтесь, пишите комментарии. Спасибо всем. Спасибо, хочешь сказать, Рухурдо? За эту прекрасную локацию. Спасибо Кириллу, Исламу, всем ребятам по ту сторону экрана. Чон Рахмат. До новых встреч. Всем пока.